Заходят на экзамен школьники по одному, а другие ждут уже за дверью. С собой лишь паспорт и знания. В принципе, ждать недолго – от 3 до 15 минут. Первым на собеседование вызвался Амир Аушев. Парень проштудировал классическую русскую литературу, прошел тесты во время каникул. Так что насчет своей подготовки спокоен. Первое задание – рассказать про самый смелый поступок. Это было, когда я решил помочь девушке, у которой нога застряла между большими камнями. Рядом никого не было, пришлось подбежать и помочь ей выйти. Прочитать вслух текст и пересказать его, высказаться по предложенным темам и побеседовать с экзаменующим. Всего 4 задания. Эксперты оценивают, как грамотно говорит ученик и насколько хорошо владеет литературным языком. У меня были брошюры, я оттачивала по этим брошюрам, разные варианты решала, там с учителем занималась. Это помогло мне. Мне показалось сложным задание с монологом, потому что там надо было придумывать разные эти ответы на эти вопросы, и сосредоточиться было как-то не так. Сложнее, на твой взгляд, сдавать письменный или устный экзамен? Письменный, потому что когда ты пишешь, когда ты собираешься с мыслями, все это улетучивается, и тебе бывает сложно сосредоточиться, когда на тебя еще смотрят и камеры. А так устно прошел очень хорошо. 156 лицеистов сейчас проходит собеседование. Оценивают по системе зачет-не зачет. 10 баллов – это зеленый свет на основной экзамен среди девятиклассников. Максимально можно набрать 19. Самый высокий на сегодня среди лицеистов – 18 баллов. Чтение также оценивается, темп чтения, интонация даже оценивается. Сложностей пока не возникало у нас, они читают неплохо, пересказывают тоже. Устную часть отвечают, можно сказать, отлично. Бывают некоторые моменты, когда им нужно подсказать, это волнение сказывается у них. Сегодня больше 6 тысяч девятиклассников Ингушетии проходит итоговое собеседование, а по всей стране порядка 1,5 миллиона человек. Экзаменуют учащихся по месту обучения. Устное собеседование у нас организовано, техническое оснащение, все у нас в порядке. Дети готовы, дети готовятся даже, скажем так, не 1 год к этому экзамену. Но если учесть, что это русский язык, а русский язык – это обязательный предмет и на ОГЭ, и на ЕГЭ, поэтому, конечно же, мы в лицее уделяем большое внимание этому предмету, особенно русский язык, математика, и в дальнейшем уже, конечно же, всем остальным предметам. Результаты итогового собеседования станут известны в течение 5 дней. Посмотреть свою оценку можно как через официальный портал госуслуг, так и в самой школе. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.